То есть транспорт и дороги вышли на первое место, а раньше это было здравоохранение и образование. Поэтому здесь надо тем, кто курирует это направление, очень сильно обратить внимание. Да, транспорт – это гарант развития экономики, но в нашем случае это гарант стабильности среди гражданского сообщества. На это тоже обратите внимание. Мы в этом году идем уже, и я думаю, что буквально там на прошлой неделе, после определенных переговоров в Москве, мы выйдем к концу года все-таки на придание статуса международного аэропорта Магаз и строительство и реконструкцию железнодорожной ветки от Назрани до Сунжи. Но надо над этим направлением работать. Еще одна из задач, если мы говорим про транспортную составляющую, особенно дорожную инфраструктуру, это уже проект госэкспертизу прошел федеральная дорога, реконструкция федеральной дороги, оставшиеся части. И в этом году выделяется более 500 миллионов рублей для того, чтобы начать работу. Основной объем работ, конечно, будет в 2019 году. Здесь тоже должен контроль со стороны и органов правопорядка, и со стороны правительства за качеством и своевременным освоением этих средств. И одним из таких ключевых достижений, в том числе стратегических, это то, что принято принципиальное решение о приеме на федеральную собственность двух участков дорог. Это Нестеровская, Таргим и выход на военную грузинскую дорогу. Это стратегический проект, в том числе и для туристического потенциала. И, конечно, это будет такой хорошей помощью для бюджета республики. И второй проект, это небольшой, но тем не менее, это дорога от федеральной дороги на аэропорт. Вот эти два участка будут приняты. Но, опять же, правительству надо работать над проектом по передаче федеральной собственности дороги Назрань-Малгобек. И Малгобек-Горогорск в сторону Горогорска. Поэтому поработать здесь над этим направлением. Это важная тема. Уважаемые коллеги, сельское хозяйство в стране сегодня одно из динамично развивающихся отраслей. И, конечно, большой объем работы проводится и у нас в республике. Объем произведенной продукции сельского хозяйства в 2017 году достиг 8,6 миллиардов рублей. Приоритетным направлением развития сельского хозяйства является привлечение масштабных частных инвестиций в производство и переработку сельскохозяйственной продукции. Но я здесь должен сказать, я не буду перечислять, какие проекты у нас более активные, но должен сказать, что 50% инвестиционных проектов, которые мы хотим реализовать по сельскому хозяйству, они нереализуемые. Здесь я вижу слабую работу все-таки министерства в плане того, что не совсем качественно изучайте эти проекты, в целом блока сельскохозяйственного правительства. Здесь надо очень серьезно поработать в этом направлении. Обратить на это внимание. Те проекты, которые у нас сейчас успешно идут, это и сад-гигант Ингушетия, и птицекомплекс Южный, который реализуется, и тепличное хозяйство, и эко-муслим-продукт, они требуют, и другие направления, они требуют не просто поддержки, а пристального внимания председателя правительства, правительственного блока. Поэтому здесь я просил бы и требую держать эти вопросы, этих людей на личном контроле. Почему? Потому что это стратегия развития агропромышленного комплекса нашей республики. Я вам скажу, что при реализации тепличного хозяйства этот проект и птицекомплекса Южный, эти два проекта выйдут так же, как и сад-гигант, как минимум десятку регионов, лучших проектов регионов страны. Надо здесь просто работать над этими проектами и держать на личном контроле.